Следственный комитет России продолжает расследование уголовного дела по факту убийства специального фотокорреспондента Международного информационного агентства «Россия сегодня» Андрея Стенина. Напомним, уроженец Печоры погиб 3 года назад во время командировки на Украину. В составе автоколонны беженцев он двигался по дороге Снежная Дмитровка. Сегодня эту территорию контролирует Донецкая Народная Республика. А в 2014-м, по данным российских следователей, неподалеку от места события стояла украинская армия, которая из БМП-2 и танка и открыла огонь на поражение. В результате уничтожено более 10 машин с мирным населением. Несколько человек успели скрыться в придорожных посадках. После расстрела автомашины, по свидетельствам очевидцев, осмотрели нападавшие. Они искали ценности. Убитых целенаправленно сожгли с целью сокрытия следов преступления. Следственным комитетом России был направлен запрос о правовой помощи в компетентные органы Украины. Однако в ответе на него было указано лишь то, что правоохранительными органами этой страны ведется досудебное расследование по фактам убийства журналистов. В настоящее время Следственным комитетом подготовлен повторный запрос о правовой помощи с просьбой предоставить информацию о 79-й аэромобильной бригаде Вооруженных сил Украины и ее расположении в период боевых действий в 2014 году, а также о результатах расследования украинской стороной уголовного дела о гибели Андрея Стенина. Также следствием продолжается установление свидетелей, которые могут располагать какой-либо информацией об обстоятельствах этого преступления и сбор иных доказательств. В Следственном комитете пояснили, что им удалось полностью восстановить хронику этой трагедии и подтвердить принадлежность останков 5 обгоревших тел Андрею Стенину, а также сотрудникам СМИ Сергею Каренченкову, Андрею Вичало и представителям ополчения Артему Аверьянову и Андрею Харужию. Родственники всех указанных лиц признаны потерпевшими по уголовному делу.